Сёння ў сацыяльным пансіянаце «Цёплы дом» пражываюць 146 чалавек. У кожнага свая гісторыя, свае перыпетыі лёсу. Адны могуць сябе абслугоўваць і знайсці занятак па душы, іншыя маларухомыя. Але ўсе радуюцца, калі да іх завітваюць госці. Прычым, як у святы, так і ў буднія дні. Те, кто к вам приходит на праздники рождественские, пасхальные, мы действительно приходим к вам от всей души. Приходим, чтобы вас поздравить с праздником, приходим, чтобы подарить подарки, приходим сказать спасибо тем, кто здесь работает. И я всегда говорю о том, что все, кто здесь работает, это люди от Бога, потому что они действительно отдают себя сполна для тех, кто здесь проживает, да? Создают хорошие, прекрасные условия. Акцыя «Падары радасць бліжняму» ўжо стала традыцыйнай. І пражываючыя ў пансіянаце да яе рыхтуюцца з задавальненнем. Папаўняюць выстаўку мастацкіх работ, дапамагаюць наводзіць парадак на тэрыторыі. Акрамя слоў віншавання, госці прывезлі падарункі. Велікодныя пірагі, тарты, фрукты, а яшчэ уручылі сертыфікат на набыццё матэрыялаў для дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Мы достаточно часто и посещаем ваше учреждение, с вами встречаемся не только на праздники, но и в будни. И очень часто мы сюда приходим с нашими волонтерами. Вы знаете, они с вами там проводят разные и мастер-классы. И, конечно, идеологический актив, наши общественные объединения. Также от имени Молодеченского районного совета депутатов, Молодеченского районного исполнительного комитета, совместно с нашей православной церковью, здесь тоже мы для вас подготовили сладкие подарки, для того, чтобы вы тоже поделиться с вами, с ближним, радостью, пасхальной радостью, радостью праздника. Самыя цесныя і цёплыя адносіны ў насельнікаў пансіяната склаліся з прыходам храма Рождества Христова ў 6-м мікрараёне. Валанцёры дапамагаюць сваім падапечным наведваць службы, расказваюць пра царкоўныя таінствы. А яшчэ падчас Вялікага паста традыцыйна ў храме праваслаўным брацтвам у гонар свяціцеля Мікалая Цудатворца праводзіцца дабрачынная акцыя па збору розных патрэбных рэчаў для насельнікаў пансіяната, а на сабраныя грошы закупляюцца падарункі. Насельники – это явители, минимум 2 раза в месяц бывают в церкви на исповеди, на причастии. И если первый раз они приходили, все такие ёршики, все такие колючие, все такие вот сами в себе замкнутые, да, то сегодня мне с ними просто интересно пообщаться, поговорить, что-то такое вспомнить. То есть мы совсем не гости. Мы как церковь постоянно вас учим уступать, быть такими лагодными, трудящимися. Многие из вас меня услышали, бросили курить, и с такой гордостью вы об этом заявляете, мы бросили курить. Вот за это молодцы. Вот так себя и ведите, и тогда будет радость и вам, и вашим окружающим, и коллективу, который за вами вот здесь немножечко наблюдает. Всем вам праздничное, пасхальное целование. Христос воскресе! Радасны настрой падаравалі ўсім артысты з філіяла дзіцячы цэнтр культуры «Расток». Яны падрыхтавалі для ўсіх прысутных вясёлую канцэртную праграму. А завяршылася мерапрыемства сумесным чаепіццем у сталовай з пасхальнымі віншаваннямі, якое пакінула цёплы след у душы кожнага пражываючага. Пришла весна, все цветет, распускается. И вот настал светлый праздник Пасхи. Мы были в церкви накануне Пасхи, причащались. После этого к нам приходили священнослужители, нас пособоровали. Мы всех поздравляем с праздником, желаем счастья, здоровья, любви, успехов и всего наилучшего. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.